Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, за то, что вы со мной, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто думает о вас прямо сейчас, в эту самую минуту? И что о вас думают? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть песочек нам все покажет, все расскажет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ничего себе. Смотрите, вышел человек, которому сейчас очень сильно плохо. Либо человек в какой-то не очень благоприятной обстановке находится. Как какие-то проблемы, либо какие-то люди, как может даже что-то угрожает ему. Человек, с кем вы давно не встречались, либо давно не виделись. Человек думает о вас, вы для него как стимул. Да? Он сам себе говорит: я должен держаться, я должен, не знаю, там, выстоять, выжить, перетерпеть. Да? Я не могу пропасть, либо я не имею права сдаться. Я еще должен ей что-то сказать, я должен в чем-то признаться. Смотрите, сдается мне, что человек либо виноват перед вами, и вот его цель дойти до вас, увидеться с вами и как признаться в своей вине, попросить у вас прощения. Либо человек вам в свое время не сказал о своих чувствах, о своей любви. И вот он думает: все, я все переживу, я совсем справлюсь, я вернусь, я к ней приду. Да, я просто обязана это сделать. Я просто обязана сказать ей о своей любви. Но человеку сейчас прям очень сильно плохо. Ему как будто бы что-то, не знаю, как угрожает, либо какая-то беда вокруг него. В такой ужасной обстановке находится. И смотрите, все боятся, а он такой: нет, я не боюсь. Я точно знаю, что я должен вытерпеть для того, чтобы либо покаяться, либо наоборот признаться. Может быть, и покаяться, и признаться. В очень плохом состоянии, в ужасном месте находится, вокруг какая-то беда, горюшка, но человек держится. Вы для него стимул. Знаете, как говорят, свет в окошке, да? Вот как ради вас он живет, либо вами себя мотивирует, что да, ты должен, ты просто обязан, ты не имеешь права сдаться, ты не имеешь права там погибнуть. Дождись, вытерпи ради нее, да? Еще хочу ее увидеть, хочу поговорить, хочу признаться, хочу покаяться. Ну, человеку не позавидуешь. Ситуация, конечно, ужасная, но вы для него очень крутой стимул. И я вам даже больше скажу. Вот то, что он задумал, да, встречу с вами, вернуться к вам, покаяться перед вами, это будет. Это точно будет. Здесь тройку показывают. В 3 периода времени. 3 дня, 3 недели, либо 3 месяца, но не больше, чем 3 месяца. У вас обязательно с этим человеком состоится и встреча, и разговор. 100%. Так, еще показывают женщину. Женщина, которая на вас очень сильно злится. Она прям думает о вас. Зубы, так знаете, ходуном ходят. Такой, скрипит зубами на вас. Злится она, потому что вы успешная, потому что вы красивая, потому что вас люди любят, потому что вы умная, потому что у вас есть то, чего нет у нее. Вот, злится очень сильно, злится и боится вас. Боится, что вы ее затмите, боится, что из-за вас к ней кто-то потеряет интерес. Ну, очень похоже, кстати, на ревность. Ревность либо на работе, в делах, да, в бизнесе, либо ревность, в межличностных отношениях. Да, может быть, она своего мужа к вам ревнует, либо там мужчину, который ей нравится. Да, вот прям ревнует очень сильно. Она вас на кусочки порвала, но только нет у нее такой возможности, нет у нее такой силы.
Вот от бессилия она и бесится. Вот, до слез, понимаете, до слез. И зубы себе прям ломает, да, вот так злится. Кулаки сжимает, а ничего сделать не может. Ну, если вас сравнивать, если бы вас вот так вместе поставить, то там налицо вы гораздо лучше, чем она. Причем во всех качествах, во всех проявлениях, по всем параметрам. Она вам очень сильно уступает. Кстати, эта женщина вам, ну, либо она на вас огрызается периодически, либо ведет себя так, будто бы она, не знаю, королева, да, королева. Вот как-то смотрит свысока на вас, какие-то замечания себе позволяет, критику может даже позволять в ваш адрес. А все это от бессильной злобы. Вот так вот. И я вам даже больше скажу. Женщина вышла с левой стороны, лицом смотрит она влево. Ничего она вам сделать не сможет. И если она и дальше будет продолжать в таком же потоке жить, то она себя до больнички точно доведет. Либо головой тронется, либо у нее какая-нибудь там болячка откроется на нервной почве, на вот этой злобе. Эта злоба, представляете, она ее изнутри выжигает. Вот все, что есть у нее там хорошее, доброе, здоровое, все это выжигается от этой ярости, злобы и зависти. Ну, что поделаешь, все в жизни бывает. Вы от нее чувствуете негатив. Вот многие из вас прям четко определили, о ком я говорю. Да, это именно та женщина, о ком вы подумали. Вы прям ощущаете, что она негативит в вашу сторону. Порчу она не делает, проклятие не шлет. Да, даже если бы делала и слала, все равно бы это не сработало. Вы перед ней ни в чем не виноваты. Поэтому это сработать в принципе не может. Но злобу вы ее чувствуете. Злобу чувствуете. Так, еще кто думает о вас прямо сейчас? Мне показывают мужчину, у которого нет волос. Либо он так коротко стрижется, ну, либо это его особенность, да, волосики выпали, ну, и больше новые не выросли. Лысенький мужчина. Он очень хочет вам понравиться, очень-очень хочет. Но у него то ли репутация такая, знаете, нехорошая, то ли внешность, может быть, какая-то невыразительная, да, отталкивающая, но неважно. Может быть, это он так о себе думает. Очень хочется понравиться. Почему-то он считает, что вы прям какой-то идеал, вы святая. А вот он как, ну не знаю, бандит, хулиган, с такой, знаете, подмоченной репутацией человек. И вроде и хочется ему прекрасного, да, прекрасных отношений с вами, приблизиться к вам. А с другой стороны, думаю, ну, Господи, ну вот куда я лезу, да? Меня ж никто не любит, никто не полюбит. Я отвратительный, я плохой человек. Может быть, даже у человека в прошлом был какой-то проступок, знаете, как оступился человек. А теперь так и хочется, и колется. Но этот мужчина, он когда о вас думает, он всегда улыбается. Вот у него прям улыбка на губах играет. И лицо такое светлое-светлое становится. Ну да, романтично, романтично. Я не вижу тут любви, я вижу очень сильную симпатию в вашу сторону. Ну, как это первый шаг любви. С мужчиной с этим вы как-то периодически, ну не знаю, встречаетесь, пересекаетесь, какое-то общение у вас происходит. Либо просто вот видите друг друга. Очень он хотел бы вам понравиться, очень бы он хотел с вами пообщаться. Но пока видите, как сам себя отговаривает, сам себя. Но смотрите, я не могу сказать, что он плохой. А если в прошлом он оступился, то все уже осознал, все понял. Вот, его не бойтесь, он ничего плохого вам не сделает. Наоборот, если у вас какие-то проблемы, если какие-то нужды есть, этот мужчина всегда поможет. Всегда. Вот он благородный, вот душа у него благородная. Так, дальше. Здесь слон, который поднял хобот вверх. К слону прицепилась змея. К хоботу прицепилась змея. И это все с правой стороны. Смотрите. Здесь явно кто-то имеет виды на вас, как на очень грамотного человека, грамотного специалиста, знающего, умеющего, профессионала. Кто-то бы очень хотел с вами посотрудничать, и кто-то действительно строит планы по поводу вас. Вас и, например, сотрудничество с вами. Но по змее это 100% женщина. Женщина, кстати, тоже не глупая.
По змее всегда очень умные люди проигрываются, особенно с правой стороны. Но видно, то ли планы еще у нее в разработке, то ли, может быть, знаете, что-то не готово. Но вот явно эта женщина вам будет предлагать этого слона. Да, купи слона. Ну, шучу, конечно, это не купи слона, а давай вместе что-то организуем, либо вместе что-то сделаем. Я в тебе заинтересована. Какой-то бизнес-проект, какое-то начинание. Может быть, даже как пригласить вас на работу. Это будет немножко попозже, в будущем будет. С правой стороны это выгодно будет и для вас, и для этой женщины. Женщина, кстати, очень такая умудренная, опытная, жизнью подкованная. Такая, знаете, с ней не пропадешь. И сама она нигде не пропадет. У нее, кстати, очень многому можно научиться. У нее такая хватка, знаете, железная. Вот чуйка на деньги и хватка, да, своего никогда не упустит. Если с этой женщиной как-то посотрудничать, а если еще и подружиться, то вы очень много у нее можете перенять, очень полезного и важного для себя. Ну а сотрудничество с ней по-любому к слону приведет. А это деньги, и деньги немалые, потому что слон очень большой. И опять же, смотрите, он прям не только хобот вверх поднял, он и голову вверх поднял. То есть это очень перспективное сотрудничество, и денежное, и рост в этом сотрудничестве тут наблюдается. Все есть, все будет. Так, еще выходит кто-то из ваших родственников, переживает за вас очень сильно переживает. Знаете, как душа не на месте, сердце болит за вас. То ли вы крайне редко общаетесь, то ли вы что-то о себе скрываете. И человеку свойственно думать худшее. Да, думает, о боже, у нее там проблема, она молчит, с ней что-то случилось, она молчит. Да, кто-то из ваших родственников просто вот извелся весь, либо извелась. Боится сильно за вас этот человек, боится и переживает. А вы вот либо шутками, либо отговорками, либо каким-то минимальным общением вы как раз разгоняете эти страхи, они еще больше становятся, да, они набирают силу и обороты. Мои хорошие, если вы давно не общались со своими родственниками, либо вы действительно вот как-то шутками, отговорками общаетесь, это дурной путь. Пожалейте своего родственника, особенно если возрастной человек. Пожалейте нервы и психику этого человека, и, конечно же, здоровье. Человек такими переживаниями может себя и до болячки довести. Помните об этом, пожалуйста, и общайтесь со своими родственниками. Это важно. Это очень важно, чтобы потом совесть не мучила, да, чтобы потом сами себя не грызли за то, что вы в свое время не додали своему любимому родственнику. Но здесь переживания очень сильные. Молится за вас человек, постоянно молится. У Создателя просит для вас счастья, просит для вас возможностей, здоровья, чтобы вы были целы и невредимы, чтобы вы были счастливы, чтобы все у вас было хорошо. Очень такой теплый, добрый, любящий посыл. Да? Этот человек вас истинно любит, действительно любит. Может быть, как-то, как сказать, не говорит о своей любви, да, либо даже критикует, распекает, но тем не менее здесь про любовь к вам, вашего родственника. Так, еще. Есть два мужчины, прямо сейчас вас обсуждают. Они в какой-то такой расслабляющей обстановочке, не знаю, на перекуры вышли, либо где-нибудь сидят, там выпивают и о вас рассуждают. Одному мужчине вы прям очень нравитесь, очень-очень нравитесь, как женщина, как человек. А второй мужчина, он от вас какой-то пострадавший идет. То есть, может быть, это какой-то ваш бывший, может быть, вы послали, да, ухажера такого, сказали, мне не надо, да, иди отсюда. И вот они сидят, один, значит, на вас нападает, говорит, да вот она такая спесивая, да, к ней не подойдешь, да, она вот требовательная, да, она там скала, да, женщина-крепость. А второй говорит, да нет, ты что, у нее такие глаза красивые, она такая нежная, да, вот она как розочка прекрасная. И вот они прям спорят из-за вас, да, спорят. Один типа, она плохая, другой наоборот, нет, она очень хорошая. Ох, если бы вы могли просто послушать, рядом посидеть и послушать, что они говорят о вас. Ну да, вы им нравитесь, и даже тому другому вы тоже нравитесь, но он вам простить не может, что вы ему отказали, либо что вы ушли из его жизни, что вы его оставили, бросили. Да, кстати, девочки, имейте в виду, вот показывают, либо это он, либо какой-то другой, тоже какая-то обиженка вышла.
Обиженка, которая никак не может смириться и простить, что вы его оставили, либо что вы с ним расстались. Есть такой человек, человек о вас сплетни распускает. То есть рассказывает, что вы там нерадивая, что вы там в постели бревно. Ну, гадости всякие говорит. Гадости. Ему, конечно, не очень верят, но, понимаете, люди так устроены, что любят сплетни, любят чужое грязное белье. Если вы понимаете, о ком я говорю, сделайте ему такое предупреждение, да, жесткое предупреждение, потому что вам-то есть о чем действительно рассказать. Скажите, я обнародую твои тайные секреты, и поверь, тебе не поздоровится, ты вообще никогда никого не найдешь, вообще с тобой никто общаться не будет. Руку тебе больше никто не подаст, да, пригрозите ему, потому что, мужик распоясался, он свою несостоятельность, да, прячет и типа говорит, нет, я классный, вот это она такая плохая. Вот, это надо, девочки. Я вижу, что до вас доходили слухи, что мужчина о вас сплетни распускает, причем грязные сплетни. Не знаю, не хотите с ним встречаться, отправьте ему смс-ку, да, поговорите там, не знаю, по мессенджеру, по телефону. Вот, пригрозите, скажите, я тоже про тебя все расскажу. И мне вот точно все поверят. Да? Вот так надо с ним поступать. Надо рот ему закрыть, а то слишком большой он у него, язык без костей. Это как, знаете, балаболка какая-то. Так, еще кто думает о вас прямо сейчас в эту самую минуту? Не знаю, мне показывает человека в халате. Это может быть доктор, это может быть, не знаю, лаборант, может быть, анализы вы сдавали, да, сейчас человек сидит и делает ваш этот анализ, а может быть, доктор просматривает результаты вашего анализа и думает о вас, что вот диагноз вам ставит, да, вспоминает вас. Но здесь вот чисто какое-то профессиональное действие происходит, да, человек думает о вас. Так, еще. Здесь еще показывает человека, о ком вы думаете вы. Причем думаете на постоянной основе. Смотрите, кто-то думает о своем ребенке, да, переживает, боится за своего ребенка. А кто-то думает о каком-то мужчине. Да, вы постоянно думаете о мужчине. Смотрите, в моменты, когда вы думаете о ком-то, то человек, он эмпатическим путем улавливает ваши мысли. Он тоже начинает думать о вас. Да, стоит вам о ком-то подумать, этот человек сразу же тоже думает о вас. Между вами просто такая нить, которую не видно, но она очень прочная, она очень крепкая. И она похожа на кабель, да, интернет-кабель, либо кабель связи. Между вами вот постоянно происходит связь. Вы друг друга чувствуете, ощущаете, и даже мысли можете друг другу передавать. Такой силой вы обладаете, моя хорошая. Но я понимаю, как эта сила называется. Она называется любовь. Настоящая любовь. Любовь матери к ребенку. Любовь между двумя половиночками. Но вот улавливаете вы мысли друг друга. Ах, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.